Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Айкути-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая», и к нам сегодня в гости пришел автор и исполнитель песен Артем Евмененко. Артем, приветствую, да. Добрый день. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в гости в нашу студию, в нашу программу. И так, учитывая то, что у нас кулинарный проект, кулинарный ток-шоу мы называем его, чем ты к нам сегодня пришел, что будешь готовить? Готовить мы будем классическое, можно сказать, жаркое. Я вообще любитель классики. Классики? Да, жаркое, котлетки, там стандартные гарнирчики, это все для меня. Столовки, это, ну вот, мое любимое, да, домашняя еда и так далее. Поэтому мы будем готовить жаркое, главными ингредиентами которого будет мясо свинина и картошка. Ну и оформлять все это будем мы пару овощей, пару специй буквально. Добавите все, да? Да. Сколько времени обычно требуется для этого? Ну, со свининой требуется немного времени, минут 40, я думаю. Ну, то есть за не время больше. передачи мы должны успеть, да? Мы Ну, успеем, у нас да. передача 45 минут, ну, надо успевать. Поэтому давай начинать и... Давайте начинать, да. Да. Хорошо, с чего? Мы должны будем нарезать мясо помельче, Еще мельче. да, морковку мелкими кубиками, лук мелкими. Ага, и картошку почистить. Картошку почистить Я могу в процессе. В процессе. Да, первое, что мы закидываем, мясо, морковка, лук, все это обжариваем. Давай я с морковкой тогда тебе помогу, Да. а ты возьми мой якутский нож и И сейчас нарежем мясо. Сковородку, в принципе, можно было бы уже уже ставить, да? поставить. и Хорошо, греть. она делается вот так. Максимальный огонь или как? Нет, Не сильный, да? да, Давай семерочку. Давай на семерку. И водичка, ты, по-моему, говорил, тебе нужна. Да, водичку мы попозже тоже вместе с картошечкой. Ну, она пусть стоит, нагревается, мне Пускай кажется, греется, да. ничего плохого не будет. Ага, так, маслица нальем. Маслица, да. Растительного масла нальем немного, потому что свинина у нас с салом, с жиром. Оно дополнительно растает и тоже пойдет, так сказать, в топку. Ну, частенько на самом деле я использую телятину. Я вообще люблю мягкое мясо. Жесткое мясо не особо люблю. Вот. Но телятина чуть подольше у меня готовится, чем свинина. Ну, само собой, да. Да, поэтому А вообще, как с готовкой, Артем? На ты, на вы? вообще на «ты» с раннего детства. Я помню, вот 8 лет я уже умел готовить борщ Ух ты, ничего себе. и печь хлеб сам. То есть Да? вплоть до такого, да, у нас. А в какой семье ты вырос, раз уж так все это... Откуда родом? Вообще расскажи, пожалуйста, немножко истории о себе. Родом я с Кобяйского района, поселок Батамай, в 93-м году там родился. Лютой зимой в феврале 26 числа. Я тоже февральский. Так. Земляки. Так, ну, получается, родители всю жизнь были охотники, рыбаки, домашнее хозяйство, дрова, лед, ну вот максимальное, так сказать, погружение во все виды сельских работ. И я 4-й ребенок в семье, и мы тоже с самого малого возраста, ну, всегда помогали Ну, то есть, родителям. как говорится, волей-неволей, ну, заниматься надо, да? Да, то есть это не как занятие в спортзале, то есть это необходимость жизни. Ну да, необходимость, То есть да. хочешь Я говорю, волей-неволей, да. Да, Ну, то волей-неволей ты должен этим заниматься. есть жить и выживание, да? Да, все именно так. Ну, отец всю жизнь до ветерана труда проработал в Ленском пароходстве, тоже очень рабочая профессия у него была, заготавливал обстановочный инвентарь, это древесина, из которой впоследствии делают все обстановочные знаки на реке для обозначения фарватера и так далее. Вот в том числе вот так. Ну и Створы, да, речные? вот именно створы, Я- бакины, я просто не называл, думал, может быть, ну вы же Да, Сангарский знаете Я знаю. все эти дела. Ага. Слушай, как морковку мне нарезать? Насколько, кубиками, насколько мелко? Я обычно ее сначала режу блинчиками, Ага, ну вот так, да? да, чуть даже потоньше, миллиметров 7-8, да, вот так. Ну вот так, и потом такими же кубиками. Ага, вот так, Вот так и кубиками, да? и поперек, да. Все, понял. Хорошо. Я надеюсь, я Крупно не режем. справлюсь. Морковка, на самом деле, крепкий овощ. Надо его, чтобы получше прожаривалось, пропаривалось, особенно со свининой, так как время готовки уже будет поменьше. Получается, весь процесс жизнедеятельности всегда сопровождался тем, что все ездят на работу, ягоды собирать, грибы,
и так далее. И вот часто Как- приходилось оставаться дома одному и готовить в ожидании всей семьи домой, готовить еду. А какой ребенок в семье, раз уж так? Я четвертый ребенок. А, младший, и Четвертый и поэтому... последний, да. Да, и поэтому как бы это, такое задание, да? Ага. Ну, я тоже младший в семье, но вроде как говорят же там младший атах, там, да? Ну, ничего подобного, как Да. говорится, да, в деревне такого нету. Мгм. Ну, да. Слушай, а я знаю, что ты закончил золотой медалью. Да, было школы. дело. Ну, вообще, учеба у меня очень насыщенная была. Я вот в Батамае, в родном поселке, закончил школу девятилетку. Там до 11 класса не было, Мгм. только 9 классов. Там закончил, да, с отличием. Получается, в 2009 году я приехал в Якутск, поступил в 21-ю школу. Ее закончил с медалью золотой. И потом поступил в Северо-Восточный наш федеральный университет. Который тоже закончил красным дипломом. Да, тоже с красным, ну, с двумя получается, потому что Даже с я двумя? одновременно две специальности осваивал. На 4-м курсе после окончания, вот основное образование у меня на ГРФ было, это горный инженер, геологоразведочный факультет, специальность горный инженер, буровик. Вот, после 4-го курса я принял решение, что мне необходимо еще какие-то дополнительные навыки сейчас набирать, потому что к тому времени у меня очень насыщенная пошла общественная деятельность, творческая. И я начал подозревать, что, возможно, по специальности, ну, я не смогу особо работать. Работать ты не будешь. А почему Да. поступил на ГРФ? Ну, здесь, скорее всего, знаешь, чего больше всего не хватало? Профориентации. То есть были какие-то стереотипные моменты, что вот надо идти в промышленность, мужчина должен быть инженером, и все вот как-то так сопровождалось. Какое-то, ну, больше общественное мнение, а не слушание своего сердца и что ты Да, хочешь на но самом деле. я впоследствии, кстати, профориентацией стал тоже очень плотно заниматься, в том числе и гранты выигрывал, реализовывал, потому что эта тема вообще для меня больной стала. Я же себя тоже начал анализировать, Сейчас она больная до сих пор и для всех. и во все времена, и во она все еще времена, будет так да. оставаться. То есть я вовремя не нашел себя, потому что, по сути, так, ну, немного дел перепробовал, не распознал, к чему у меня больше стремления, где у меня больше способностей из тех областей, И где чем я вот хочу на куда- самом деле заниматься в жизни. Да, Потому что это же очень важно. дело жизни — это же вообще очень серьезная вещь. То есть она и нравится, оно должно и Вопрос из приносить. ряда философских, конечно, но тем не менее, да? Да. Жизнь же одна. Поэтому я поступил еще дополнительно на государственное муниципальное управление в Институт непрерывного образования, тоже там при СУФУ. И вот в 2016 году я защищал 2 диплома. Первый диплом 10 июня, второй диплом 11 июня. Очуметь. За ночь буквально надо было из технаря в гуманитария превратиться. всё получилось. Человек-оркестр. И оба с красным. Да. Ну, первый красный, второй он, ну, с отличием называется. Там, потому что это уже идет дополнительная квалификация. Ну, на факультете же гордятся наверняка. Ну, там доска почета и все прочее. Наверное, есть такое. Я вот прихожу, в этом году я в начале года тоже заходил на кафедру. Там, все помнят. Ну, все остаются, все помнят. В основном знакомые лица все. И говорят, Обновление вот наш преподавательского самый лучший состава не такое студент прям пришел. да, часто. Так, масло, по-моему, уже Да, подгорает. все, будем начинать. Аккуратно. Ага. Ух ты. Да. Вот здесь всевозможные вещи. В этом у нас, в принципе, и цель. Мы мясо сначала обжарим, а потом его будем тушить. Чтобы схватилось, да? Да, схватилось. Да, чтобы... Ну и плюс это на вкусе отражается, конечно. Оно тоже такое золотистое. Да, я чуть-чуть побольше огня сделал. Потому что на начальном этапе это нужно, мне кажется. И Ладно. морковочку мы сейчас тоже все. И тоже сразу, да? Сразу, да. Сразу, все. Тогда вот Он так. будет обжариваться. Сейчас оно еще параллельно будет немножко протушиваться, потому что свинина сочная, плюс она еще мерзлая. Поэтому она будет потихонечку таять и сама себя тоже Отдавать пропаривать. соки. Отдавать да. соки. Поэтому так быстро мы ее тут не озолотим. Но ничего. Раз. Все, можем пока начинать чистить картошку. Да.
Хочешь, помогу тоже? Давай, я буду не против. Да. Давай это поставим так. Здоровые картошки, хорошенькие. Добрые. Вот. Так что с образованием так, но после этого я поступил еще на аспирантуру, ну, подал документы во всяком случае. Мгм. Хотел выучиться на специальность уже аспирантскую управление персоналом, но к тому времени у меня очень плотная деятельность пошла, корпоративная, потому что я, ну, кроме того, что пою, я в принципе и режиссирую, и организую, сам провожу. И как раз год такой выдался на заказы богатый. Это тогда еще все до пандемии и так далее. То есть тогда, когда народ гулял без оглядки, я понял, что у меня первая сессия будет занимать с 8 утра до 8 вечера весь абсолютно декабрь. Мгм. А это самый сенокос для человека, который занимается мероприятиями. Да, а вот с этого подробнее, да. Ты уже тогда, будучи студентом, понял, что у тебя склонности и навыки такие, да, получается, к организаторству, к пению, ну, то есть к творческой составляющей, вроде технарь, вроде как геолог. Ну да, здесь вообще сыр-бор получается по разным моментам. Вот первое творческое, что во мне как-то, ну, появилось, да, Мгм. то, что я, вернее, распознал и начал развивать, это была музыка, пение. Я вот пою, не помню сколько уже я, по-моему, еще разговаривать не умел, уже что-то мычал. Мгм. И с начальных классов я уже начал на сцене выступать. А родители поют? Да, очень хорошо. А, ну, Ну, то есть отец у меня в семье, пел, значит, как бы Все певчие. к музыке неравнодушные, ну и ты Да. Мы брал, скажем так, пример, да? всегда любили. Стеснения нету, то есть Да, да, да. мальчик, спой-ка, ты на стульчик и давай петь. Да, ну, образно так. Условно, да. Ага. И вот пели всегда все, вплоть до и выступлений тоже. В смысле, все родители? И В семье? родители, и все 4 детей. А, все пели. Да, Нифига. все поющие. Как говорится, Джексон 5, да? Да. Ага. Ну и вот, получается, отец как-то купил гитару и привез туда к нам. Но она висела несколько лет на стене, потому что никто не знал, как вообще этим пользоваться. Что это такое, да? Ну, как Что делать, да. висело как украшение. Да, но потом в 2005 году у нас первая партия выпускников школы поехала в город учиться. Это старший брат и 2 сестры. И они уже, ну там, получается, брат научился играть на гитаре. И когда приезжал на каникулы, он уже начал мне показывать. То есть, Что, естественно, лады первые, эти аккорды. да. Естественно, не было предела моему любопытству. Я начал смотреть, как что, и потихоньку сам постигать. А потом гитару купили уже непосредственно, конкретно мне. Ну, наверное, тогда первые, наверное, Цой, да? Вот это Испанские мотивы. Вот это как закон, наверное, Да, всех ну, гитаристов. мне Я кажется, учился, Чуть ли не все начинают с Цоя. да, я начинал с Цоя, и Цой меня вдохновлял вообще на гитаре научиться. И я вот эти все песни, конечно, да. Русский рок там весь был. Как раз я его только и слушал в основном, Вот так мы режем, да? да. Несмотря на то, что там и, в принципе, я меломан, я могу абсолютно любую, хоть даже самую, что называется, кислотную послушать. Может, она мне будет нравиться, я когда-нибудь ее за рулем автомобиля включу где-нибудь в дороге, тоже послушаю. Но все равно по статистике преобладает прослушивание до сих пор именно песен, относящихся к русскому Ну, то есть, року. да, то есть, которые преобладали, скажем так, наверное, в молодости. Да, и Да. причем дело в том, что я еще учителем в школе работаю, вот в 21-й, родной, который заканчивал. Сейчас? Да, сейчас тоже, в настоящее время. Но вообще у меня доходило, я и в 3 школах работал. Ну там ты буквально, получается, учитель выходного дня. То есть приходишь в субботу, проводишь занятия, и все, в принципе, ну, в будни никак не взаимодействуешь со школами. И тем не менее, я вот из этой практики учительской, которая уже 9 лет продолжается, я заметил, что все, даже ребята из начальных классов, которые приходят заниматься на гитаре, когда их спрашиваешь, а ты, ну, уже имеешь какие-то навыки, песни какие-нибудь разучивал? Да, у меня вот одна песня пока только в репертуаре, ну, давай сыграй. И начинает играть Цоя. Лобают. Это вот самый такой случай, который я, ну, запомнил. Ну, это феномен. Это было вот в гимназии, да, которая на 203-м. Девочка, 4 класс, зовут Ярослава, сейчас она уже, наверное, 5-6.
И она пришла и начала мне Цоя играть. Ну, я вообще удивился и на самом деле так порадовался за эту нашу музыку, С другой стороны, что она такая живущая, да. И это классика. А что, у Цоя же творчество, сами знаете, какое было. Петь легко, потому что в половине песен вообще вокал разговорный. Как бы, Слова как бы. хорошие, умные. Самое главное, ну там мата нет и так далее. То есть для современного ребенка полная цензура проходит и играть легко. И тексты вполне философские. Да. Тут мы можем целую передачу про Цоя разговаривать, да, но... Да. Да, конечно, да. Давай о тебе все-таки. Вот, пел всю дорогу. И потом Пел начал, всю дорогу. потом начал организовывать еще и мероприятия. А как к этому Между пришло? этим была маленькая прослойка, когда я еще будучи в школе подрабатывал диктором. Ну то есть я занимался уже в конце школы общественной Конферансье? Или как? деятельностью. Нет, закулисный диктор. А. Озвучка рекламы и А. так далее. То есть вплоть до того, что слово имеет глава республики Саха-Якутия Ах ты, ничего и себе. так далее. То есть, да, я был закулисным диктором. На То есть, сцене я был певцом. то есть ты специально голос какой-то ставишь? Ну, я до тембр опускал просто, и у меня хорошо получалось. Ну, И действительно хорошо получается. я и как на общественных началах, так и даже доходило до подработок. Тогда уже это здорово же. Ну да, радио, если против, ролики, наверное, озвучивал, да? Да, потом я, да, ролики рекламные тоже озвучивал на кинотеатре Центральном. Свой голос не раз слышал тоже. Прикольно. Ну, здорово же. Проходишь и думаешь, кто здесь? Да. Потом смотришь, да, тут я, ролик, и там я, да. и голос, да? Да, потом я начал, Прикольно. ну, попутно это все, вести концерты. То есть это и в школе постоянно тоже привлекали к этой деятельности творческой, в Грубо говоря, поющий университете. тамада. Да, а потом я все это собрал, ну, еще с первого курса КВН начал играть. А еще и КВН, Да, то да, есть там и вся каша. лицедейство. Там вся сценическая каша, которая может быть, я ей занимался. Потом все... Капустники студенческие. Да. Потом все собрал в одну кучу, вот просто подумал. Так, петь умею, говорить умею, ну, там, читать сценарий и так далее, там, импровизировать умею, могу пару шуток пошутить, там, если надо по ситуации. Да. И просто подумал, почему бы мне тогда самому не Причем вести люди вообще. смеются при этом, да. Да, почему, да. Ага. Это главный момент. Ну да. Потому что И смешить все, людей и это начал уже вот эту деятельность, как бы, расширенную. И вот с тех пор Организация мероприятий, да? организация, проведение мероприятий вообще. То есть любое... То есть практически для тебя это уже под ключ можешь. С самого начала Абсолютно, да. и все. Да. И я ИП тогда открыл в 2016 году специально для этого, потому что начали появляться контрагенты, которые довольно серьезные компании, которые позиционировали все свои взаимодействия с контрагентами только через документацию. Ну потому да, что ну, это то есть- отчетность и так далее. Конечно. Вот, и все, и я подумал, а почему бы нет, открыл ИП и просто начал так работать тоже. Мгм. Ну, как-то так. Поэтому творчество сейчас мое делится на вот эту составляющую, которую мы только что обсудили, и на вторую составляющую. Это мое уже авторское творчество, которое началось тоже еще в школе. Я когда 10 класс заканчивал, Пение именно. И прямо писать Писать. песни, Ага. да. На гитаре играть умею, петь уже тоже научился так, ну, как бы Подбирать. петь невозможно научиться полностью. А учился специально Как- сольфеджио, музыкальному? Никогда в жизни Нет, да? вообще никакие уроки Ну не просто посещал, да. брат научил, ты как бы... это, Да, я посмотрел там у начал него бабать. первые аккорды, а потом уже своей дорогой пошел. И уже сам подбирать это. Да, и вот потому что я самоучка, я поэтому могу любую песню послушать и на слух ее сразу Значит, аккорды найти. мимо твоего уха никакой медведь не проходил. Ну, то есть Нет, слух есть. всех перехватили медведи. Да. Да. Ну да, не всех. Артем, скажи, пожалуйста, ты помнишь свое первое выступление? Ну, какое такое, скажем так, не дома, там, не перед гостями, а именно такое ответственное выступление. Я помню его. Да. Что Ну, было? В первом классе, понятное дело, все поют, все Ну поют да, хором, да, но ну, вот- это не счетово. но сольное Скажем. выступление, вот Ну. самое первое, когда я один вышел петь песню полноценную, Ага. это был мой второй класс. Я вышел на сцену нашего клуба и начал петь песню. Ну, какое-то ответственное мероприятие, наверное, Да. да? Это, ну, я уже не помню, если честно, чему это было посвящено, это мероприятие. Так, сейчас настало время, мы будем посыпать паприкой и черным перцем. Твои любимые приправы. Да. Приправы. Да, я вот все, что связано с мясом, у меня там обязательно где-то черный перец должен быть. Ну, Сейчас мы это ее- основа здоровья считается. Ага, я так ее сделаю. И паприка. Главное не перебухать.
Да, паприка, я не так давно ее распробовал на самом деле. И распробовал ее через чипсы. Дело в том, что, Так. конечно, не к здоровому столу сказано, но вот это Ну, у нас разный стол. обратил внимание и подумал, почему бы его не добавлять. Мы в последнее время приверженцы всевозможного питания. Поняли, что к нам приходили нутрициологи, говорили, что можно есть все. Ну, в меру. Да, я тоже на самом деле так думаю. Да. Нет никаких ограничений, можно кушать даже чипсы и пить колу. Оказывается. Да, но если все это делать в меру, Да, в меру. и эти калории потом тратить, тогда вообще Тратить, да. Пошел в здорово. спортзал, позанимался, Да. все, его нету. Так, Пошел на вот пользу. у нас такая вот хорошая консистенция. То есть Да. у нас тут даже как будто Цвет своя такой. уже подлива образовалась. Цвет. Да, Да. сейчас мы немножко... Огонь, потом- огонь нормальный, потому что ну, не каждый справляется с огнем. А- Тут огонь где своя нормальный. сковородка. Огонь нормальный. Огонь нормальный, да? Видите, сало Я ее подзолотило. чуть-чуть убавил. Угу. Подзолотила. Подзолотило, да. Последняя влага выпаривается, но она все равно еще остается. Вода у нас практически подошла, она уже горячая Ага, стоит. хорошо. Потому что ты мне говорил, что горячая вода потом понадобится. Да, потому что мы это все дело будем сейчас закладывать картошкой и заливать водой, чтобы она дальше уже тушилась. Но чтобы не останавливать процесс, мы не будем это холодной водой заливать. Во-первых, тут будет взрыв просто в соприкосновении с горячим маслом. Да. А во-вторых, разогретое сало, мясо, оно резко Чтобы- остынет. Да, чтобы И- температурный баланс. Да, то оно может жестче как-то стать, ну, остаться каким-то вот таким. Всё, план перехват температурный. Хорошо, ну пока ждем. Ну вот, продолжая первое выступление, давай, Артем. Первое выступление. Я вышел. Второй класс, клуб. Да, я выхожу Люди. на сцену и начинаю вот это стандартное. А, И петь песню, да. приплясывать На даже? траве зеленой, у прозрачной речки, возле гор зеленых, я пасу овечку. И вот эту всю песню пел, короче, минуты 3. Это адовая песня для картавого человека. У прозрачной речки. Речки, Ну, там сложно было это все выговаривать, в принципе. Речки. Да, если бы еще вот... Это было самое первое выступление, я его помню вот прям от и до вот. Но я почему-то себя помню не как я на сцене стою и передо мной зрители, а со стороны себя помню. А Вот как я- будто вот- да, как будто я вот на себя вот маленького смотрю и вот вспоминаю, Ага. как И- я стоял. И как воспринял зритель? Хлопали? Да. Ну, повезло. Активно хлопали. Ну все, потом началась, когда гитара, там 8-9 класс, там мы уже и начали уже поактивнее лобать, так сказать. И все, приехал сюда в Якутск, здесь уже и аппаратура у нас появилась в школе. Прямо и бас-гитара, электрогитара, барабаны, мы там все уже группу создали, начали уже максимально активно. Я. ВИА, Так. вот. И в конце 10 класса я написал первую собственную песню. Что подтолкнуло? Я не знаю, до сих пор не могу сказать, откуда это берется, но вот оно как-то Ну, приходит. Некоторым же во сне приходит, некоторые утром просыпаются лихорадочно, начинают писать стихи, чтобы пока не забыть, Да, я пока тоже. вдохновение. Говорят, какая-то лира, там муза посещает. Да, но вот все называют это муза, и я здесь такой момент вот думаю, что вот ученые доказали же, что мысли это тоже определенные частицы, как нейроны. Да. И они тоже матери- витают в воздухе. Материальные. И ты где-то проходишь, и ты можешь их просто на уровне магнитного импульса Да, словить. но на тонком, Да, да. на тонком уровне. Вот да, так. кстати. То есть я это называю связь с космосом открывается. То есть, ну, как бы муза это более такое все, конечно, лиричное, романтичное. Но когда я сидел на Олимпиаде по физике в 11 классе, и мне начали приходить вдруг слова песни, ну, легко пошел текст. Вроде как задачи надо решать, а тут Да. текст. И я просто вот весь олимпиадный черновик исписал словами. В следующий тур не прошел. Но зато ушел вот так с этим черновиком, довольный, что у меня песня. Да пошли вы своей физикой, я тут музыку пишу. Но- Да? А это был второй тур. То есть я Ага. первый тур прошел, во второй, и на втором сидел и писал песню. Офигеть. Там черновики же, по идее, тоже, ну, все сдавать надо. Да. Я говорю, а можно мне, пожалуйста, Не знаю. забрать? Они говорят, Нет. почему? Я говорю, ну вот смотрите, здесь Тут другое, да? объяснил ситуацию. Они говорят, ну, забирай. Все, Все. Да. Что все? Картошка? картошку, все. Да. Я ее вот свою сложил сюда. Ага. Накладываем? Да. Потом сейчас разровняем немножко. Так и слоем, да? Да.
есть сначала мы ей так дадим минут 10. Мы нарезали одинаково почти. Ага. Похоже. Минут 10 ей дадим так потомиться, а потом начнем перемешивать. И, пока она и потом зальем, да? Нет? Вот сейчас будем заливать. А, сейчас уже горячей Всё. водой заливаем. Все вот так придавливаем и заливаем горячей водой. Так. Потому что именно в этот момент, до того, как мы все это будем мешать, Вот горячая мы вода. должны будем разместить в этой же сковороде лавровый лист. Да, и я уверен, что надо добавить максимального... Да, все правильно. Вот так. Половина воды Давай. выкипит, и у нас останется там такой очень густой бульончик вкусный, чтобы не было сухо, и мы прямо туда будем Да, передача, лепешечку макать. да, передача наша будет выходить вечером, но сейчас как раз обед, вот днем снимаем. Да. Для обеда самое то. Сытный, Вообще. мужской, настоящий, конкретный обед получается. Универсальное блюдо можно и гостям на стол ставить. То есть Ну, я а почему нет? тоже, мы так делаем тоже с женой. А есть фирменные блюда у тебя? Прям фирменные. Да. Ну, лично Ты- у меня, но у нас с женой у каждого свои фирменные блюда. Ага. То есть мы так свободно договариваемся. Что сегодня, давай, короче, ты там свой, жена у меня очень Камень, ножницы, бумага. типа того, да. У нее вот борщ, я люблю борщ очень, и она его как-то очень вкусно так готовит, что я вот постоянно, в любой момент я могу этот борщ вот наброситься на него хоть ночью. Особенно вчерашний. Да. Так. Ага. И шарлотка, вот она вообще прям Вау. объедение. Ага. А у меня это жаркое и свинина на противне в духовке. Мгм. А гарнир к нему я на второй противень выкладываю там картошку, лук, такие мягкие овощи. Мгм. А жесткие овощи, такие как морковка, я их там же вместе с мясом на одном противне. Мгм. Дырочки делаю в мясе и туда зубчики чеснока прям. Тоже очень. Вот такие у нас фирменные блюда дома. Здорово. Ну, опять же, мы так быстро перескакиваем, да. Вот первая песня. Каким-то образом первую песню написал. И где ее исполнял? Было волнение какое-нибудь такое? Ну, наверное, перед друзьями, перед супругой, да, или как? Ну, Показал. супруги тогда не Тогда было, еще- конечно, а. я в 10 классе был. А, в 10 классе? А, Да. ну, господи, Самая я первая перепутал. песня в 10 классе, это была песня, посвященная последнему звонку. То есть я в 10, но мои друзья выпускаются в 11 классе. Я не знаю, что-то вот какой-то порыв такой. Захотел и все. И написал. Выступил, там половина заплакала, остальная половина аплодировала, так, без слез. Но, в общем, я понял, что получилось, кажется, удачно. Ну, народ принял. Да, все, перелетовал как бы и пошел в 11 класс. И осенью исполнялось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Гаврила Дмитриевича Протодьякона, уроженца Чарапчи. И его семья, у него очень много родственников осталось. Ну и вообще разрослось за это время, да, за этот век. Они объявили конкурс на всю республику. Конкурс какого-то творческого произведения. То есть хочешь, пиши стихи, хочешь реферат делай, тогда это тоже очень модно было. Хочешь презентацию делай, что хочешь делай. Но главное, чтобы это было творческое, и главное, чтобы оно было посвящено вот Гаврилу Дмитриевичу. И ко мне подошел мой учитель по английскому языку, Владислав Александрович Велигура, и говорит: вот ты же песни написал, у тебя же хорошо получилось. Я говорю: да. Он говорит: а не хочешь вот в таком конкурсе поучаствовать? Вдруг у тебя хорошо получится написать военно-патриотическую песню про Героя Советского Союза. Ну, тут другая ситуация, да. Вообще всё другое. Да, одно дело, когда ты сидишь, и тебе песни приходят, а тут вроде как... Одно дело, да. Вроде когда как ты- говорят по указке, ну-ка, типа, да? Ну да, то есть тут получился какой-то своего рода заказ, как будто бы. Ну, как будто заказ, но который Да. ты мог и не исполнить, да? Ну, Да, то получится, есть получится, вот как нет. будто попросили, ну, порекомендовали. Ты не сам до этого дошел, то есть. Да-да-да. Ну, И тут-то в первой песне, но всё понятно, равно, я сам но выпустил. все равно какой-то временной интервал есть, до которого нужно Неделя. сделать. А, неделя даже. Да. А, ну, И творческий я- вопрос же, говорят, не яму копать. Да. Ну, и и- я и вот чё? начал пробовать, и у меня довольно быстро она вся сложилась. Это получилось что-то типа баллады про героев. Такая негромкая, спокойная. И я, получается, презентую свою конкурсную работу. То есть мы сделали клип в школе, отправили. Даже клипов делали. Да, то есть в виде клипа подали. И выиграли этот конкурс. Потом поехали в Чурапчу. Ага. Непосредственно там родственники собрались, всё в школе это все сделали. Чествование. Да, и я спел свою песню, и мне там, как победителю, ноутбук подарили. А, чё, Я умеешь? вообще там, у меня такие эмоции
Какая я красавчик, да? Все, тут я взял на заметку, что что-то оказывается так получается-то интересно, что мы заговорились и лаврушку не кинули. А, ну давайте, да. Мне кажется, поздно не будет. Не, не будет. Это для вкуса. Да. Но мы его потом уберем, чтобы не заживать его. Ну, А может и Гов- не уберем, может на ходу убираем. говорят, когда кому-то это накладывают, лаврушка, говорят, вот письмо придет. Раньше так говорили. Хорошая отмазка. Да, скоро тебе письмо будет. Да. Ну и все, и с тех пор как-то началось. Я поступил на первый курс, поехал на Всероссийскую студенческую весну в составе нашей делегации университета. И А, ну то есть городе ты Челябинск. уже первый курс, уже тебя заметили, ну то есть ты там показал где-то, наверное? я когда просто пришел А туда, смотрите, как я умею, да. когда пришел, там у нас анкетирование проходило, ну Ага. вообще, кто в университет поступает, его полностью, грубо говоря, обследуют вот так вот. Ну На да. разговорном уровне. Чем занимаешься? Ну, то есть это не просто, чтобы ты потом это все делал в университете, а в том числе и для того, чтобы и тебя поддерживать. Ну да, то есть да. там же много В наше и время тоже творчества, было да, особенно такое. Спортсмен, да? Лыжник? А, ну все, Да, на всё, соревнования ты классно, ты по будешь на бегу, 9 соревнованиях, мая, да. эстафету ты. У Всё, нас вот же так и было у мотивация меня. очень хорошая была, Ну. повышенная стипендия. Ну да, конечно. И подразделений очень много было за достижения в культурной деятельности, в научной деятельности, в спортивной деятельности, учебной деятельности и так далее, вот, и в общественной. И все, я на первом курсе поехал в Челябинск, и там выиграл патриотическую номинацию. Это для меня вообще фурор был. Еще меня награждала Наталья Власова, которая поет песню «Я у твоих ног». Она мне вручала, потом мы сфотографировались, и все, тогда у меня перелом сознания получился. Немножко звездная. Да, нет, то есть я не зазвездился, но я начал как-то себя, Зазвездываться. себя идентифицировать. Что ты, начал. оказывается, что-то У меня можешь, есть что, да. способности, то есть Ну, я ну. начал это замечать. И значит, это надо не бросать, пробовать развивать. Ну. И все, и вот что мы сегодня имеем. В 2015 году я здесь в Якутске авторский концерт давал. Потом в 2018 году я уже начал что-то такое всероссийское инициировать. И придумал проект с городами-героями. Да, вот, кстати, вот про этот проект, пожалуйста, расскажи. Да, Что это такое? На самом деле версий было много, в том числе и затрагивание городов воинской славы, но их очень много, там 45 было. Поэтому выбрали города-герои, их 9 на территории Российской Федерации. В 2018 году стало, ну, после 14-го, после присоединения Крыма, стало 9. Керчь, Севастополь, да, Севастополь. Керчь, Севастополь добавились. Да. К Новороссийску, Смоленску, Туле, Мурманску, Москва, Волгограду, Москва, Москве да. и Санкт-Петербургу. Питер, Ну, да. то бишь Ленинград. Да. Вот. И суть проекта заключалась в следующем. Я еду по этим городам, меня там, ну, встречаясь заранее, договариваемся. У меня такая мемориальная доска была изготовлена. Какая-то творческая группа, да? Ага. Нет, в основном встречает? представители администрации, А. либо ветеранские сообщества, да. Ага. Вот. И на этой мемориальной доске было написано «От городов-героев к городу Якутску». То есть памятная табличка. Там было вот 9 окошек пустых. Доска магнитная. И приезжая в каждый город, вот на этом мероприятии, получается, торжественная передача была вот этого символика. Символика, там мог быть герб, флаг или еще какой-то другой, да, вид вербалики там. Получается, прикрепляется на магнитную, как магнитик на холодильнике, по тому Ну, же понятно, принципу да. изготовлено. Раз на магнитную доску, все красиво. Также передают горстку земли. То есть мы это все прописали в проекте. Очень долго, кстати, объясняли, там не сразу понимали, вы за какой землей едете. То есть, Что это такое, зачем вам, да? да, это с чем связано? У нас же очень много воинов, якутян, полигон не вернулось домой на родину да, там и во там, время да. Великой Отечественной. Конечно. Получается, города-герои это вот вся линия фронта, самая основная, где в основном вот это все это и погибли. И получается, что прах очень многих наших земляков-предков покоится там сейчас, но не на да. своей земле. Ну да. Поэтому мы эту землю берем, хотя бы ее частичку, и привозим на родину, чтобы здесь как бы этот прах развеять. То есть вот философский посыл проекта был такой. Оформление было вот эта мемориальная доска с символикой, и вот на каждом этом мероприятии по передаче символики и грунта я давал вот свой авторский концерт небольшой. Песен 8-9 буквально. Раз-раз Ну, на ничего гитаре себе сыграл. небольшое, это же как? Ну, считается небольшой. А, ну да. То есть это минут на 35-40. Ну да. И все, сворачиваемся, едем в следующий город. Ага. И вот так вот я за месяц 9 городов объехал, вернулся сюда и на мероприятии ежегодном традиционном «Свеча памяти» здесь 7 мая
2018 года я торжественно Арсению Сергеевичу это все передал. Неплохое путешествие, да, это получилось? Да, но я Такой объезд. тогда вот я опыта набрался, то есть, ну, опыта с хорошей стороны, но через разные события. То есть 2 города из 9, не буду называть и показывать пальцем, это были те города, когда я приезжаю туда, заранее все договорено, я абсолютно один приехал. Даже. Да, то есть у меня не было никакой группы рабочей. То есть я сам и журналист, и материал собираю, сам все организую, сам и выступаю, Сам все храню, сам все снимаешь? перевожу. Да. Да-да-да, То есть максимальный пакет в одном человеке. И люди просто не берут трубку. Приезжаешь и все. Ага. Предоставлен сам себе, следующий город завтра. Делай, что хочешь, но сделать надо. И все, и я просто там вообще находил какие-то такие невероятные всякие варианты, и все у меня все равно получалось. Мгм. Вот про Мурманск скажу все-таки. Приехал 30 апреля. Про что расскажешь? Про Мурманск. Мурманск. 30 апреля. Мурманск говорят. Мурманск. Мурманчане говорят Мурманск. Ну, я с тех пор говорю Мурманск, потому что я туда прилетел 30 апреля, и у них был выходной, оказывается, перед 1 мая. Вот поставили 2 выходных. Так. И все, и тоже никто не поднял трубку. А у меня вечером самолет уже, в этого же дня. То есть я утром, ну, я вечером прилетел, поспал, все, думаю, ну ладно, не берут, наверное, поздно. Вот с утра звоню, ничего. А Мурманск, там еще очень холодно, ветрено, Ну да. Море. зябко. И я море. понимаю, ситуация какая. Вечером я должен уже улететь в Санкт-Петербург. И все, я нахожу музей военно-морского флота. Собираю всех людей со всего этого музея, собираю их в зале, рассказываю, что сейчас будет. Непосредственно Ничего себе. производим действия. Ага. Все, даю концерт, там, и так далее, так далее. Поехали, там нашли на сопке, где памятник Алеша стоит же большой, Ну, солдат. да, да. Там нашли землю, все вот это вот. Хотя, ну, тут холодно, проблематично было это все, грунт набирать. Но мы все сделали все равно, и все, вечером я поехал. Это опыта там набрался очень много. Теперь тут не страшно, корпоративы какие-то. Это все, как говорится, это ерунда, да? Да. Так, ну что, на каком у нас этапе у нас все? Пока Так, сейчас тушится. еще 5 минут мы ее потушим. Лаврушечку, наверное, уберем. Не, пусть лежит. Ну, давайте, пускай до конца Пусть- лежит. Пусть лежит, да, Хорошо, потом мы тогда ее можно сразу мешать. уже мешать можно. Да, в следующий раз, перед тем, как помешать, ну, по сути, тут хоть постоянно мешаешь, да? Мы, наконец-то, это блюдо посолим. В конце. Да, в конце, когда все ингредиенты на месте. Тут очень много споров, между прочим, да. Кто-то солит в начале, кто-то в середине, кто-то в самом конце. Ну, считает, что там соль в воду забирает и все прочее, разными мотивируют. Ну, тут, как говорится, на вкус, вкус и цвет да, блюда нет. да, да, да. Ну, давайте посолим. Вот соль. И хочешь ложечку, хочешь руками. Это я буду. Примерно. Это все... Щепоток тут много брать, поэтому где-то вот примерно Вот полстоловой столько, ложки. вот столько будет, должно, вот столько должно хватить, я тоже так Да. И будет очень интуитивно. Так, наше блюдо потихоньку уже Подошло. подошло уже, да? Да. Ну, у меня еще такой вопрос, ну, не могу не спросить. Артем, ты был совсем недавно в зоне СВО, да? Стал гражданским участником. Как это произошло и как ты там оказался? Сейчас будем рассказывать и параллельно убирать, наверное, лаврушечку. Ну, да. Ну, вообще, идея, конечно же, такая появилась еще в 22 году о том, что надо, ну, съездить, обязательно спеть, потому что я же всю жизнь пишу песни. Тем более Да, патриотические. но о ком да. я пишу-то? Они же вот там находятся, на передовой. Поэтому главный мой слушатель, хотелось бы до него это все донести. И тут на самом деле, оказывается, эта мысль была у всех в головах, но ждали инициативу от меня. То есть это же дело такое очень опасное. Ехать на передовую — это не в госпиталь поехать, это надо на передовую ехать, опасно. Вот, и поэтому, допустим, мой работодатель тоже не мог это инициировать. Типа, Артем, езжай. Да, Но вот- это же вот- как-то не так, правильно? Ну да. Точно то же самое у правительства и так далее. Но все об этом думали. И когда я поднял этот вопрос, все сказали, ну, грубо говоря, мы давно ждем этого. Поэтому, Давай, почему да, нет? все информационное сопровождение, отработка с координационным центром, вся логистика, вот правительство, все разрешения, согласования. Моя работа с Сахатранснефтегаз — это оформление командировки, покрытие всех затрат. Ну, согласование на Да. поездки и все прочее. Ну, Да. Ты же не мог на работе сказать, я пошел. Да. Да. Да, конечно. И все, соответственно, вот так я и поехал. Доехал до пункта Б, грубо говоря.
И все, поехали на вторую, третью линию. Все, можно выключать. Да, я Готово. выключил. Так, накладем на третью, вторую линию от линии соприкосновения огня. И там получается в блиндажах по-простому, в местах расположения воинских частей, ну, бригад, отрядов, батальонов, дивизий. Там мини-концертов несколько провели. Мгм. Так, например, искать или добавлю, что я одну картошечку. Вот. Здорово. Вот так вот, ну, пел там в основном авторские песни и еще добавлял, буквально, если время позволяло, минут 5-10, командиры, получается, разрешали, замполиты, то я объявлял столик заказов. Ребята, ну что хотите послушать? Да, что хотите послушать, Мгм. что спеть. В основном начали спрашивать, по-якутски споешь? И так смотрят на меня, по-якутски знаешь? Я говорю, знаю, специально для тебя учил. И, короче, бабах, там пару песен. По-якутски. Да, вообще. Ну, я был рад, что они были тоже в Ну, восторге. конечно, да. Ну, я для Ребята этого- знают, что ты с Якутии приехал, да? Да. Важный момент. Вот сейчас, в конце, почему мы не делали этого раньше, для того, чтобы лишнюю горечь не дать жаркое, мы туда чеснок не сыпали. Мгм. А И сейчас вот- и мы его можем сухого практически украсить, да? как кунжут, грубо говоря. Мгм. Не испортишь, в неограниченном количестве можно даже посыпать. Это сушеный чеснок. Очень классная вещь. Так. Все, и берем лепешечку. Лепешечку Да. давай отломи мне кусочек. А как готовить эту лепешечку? Может быть, ты сердцевинку любишь. Ну, вот так Как возьмем. готовить эту лепешку, вы узнаете в следующей передаче. Да. Ну что, Артем, здорово у нас, мне кажется, получилось. Да, я уже вижу, да, вот мы можем показать зрителям, что у нас получается. Да, такое же Да, было. давай, приятного аппетита нам. Давай Приятно, попробуем. можно вот сюда лепешечкой макать. Мгм. Вообще тема. Просто и вкусно, да? Да, действительно, просто и вкусно. Очень сытное такое мужское блюдо получается. Да, Артем, мы можем так стоять, конечно, да. Кушать, кушать. Но эфирное время, к сожалению, как я сейчас все время говорю, эфирное время не резиновое, наша передача потихоньку подходит к концу. И у нас такая добрая традиция есть. Вот, пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие зрители, я думаю, сейчас самое главное, нам всем надо пожелать здоровья, потому что весна очень коварная, постоянно пронизывающий ветер, холодрыга. Столько снега никогда не было в эти числа апреля в этом городе. Поэтому я вот сам по себе знаю, тоже как могу максимально поддерживаю иммунитет. Поэтому, друзья, нам всем здоровья, берегите себя, своих близких, обязательно побольше солнечных дней. Ну и чтобы это наводнение, которое нам предстоит пережить, нас все пугают, что оно будет очень большое. Паводок. Да, паводок, чтобы нас не Обошлось затопило. без наводнений, я бы Да, сказал. да, да, Ага. Ну а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Артем Евмененко, автор-исполнитель песен. Артем, спасибо, что ты был гостем. Приятно, как говорится, познакомиться. А я Петр Цыпандин. Программа «Просто вкусно». На этом потихоньку мы, друзья, с вами прощаемся. И будьте здоровы и кушайте всегда просто вкусно.